Разве тебе не кажется порой, что мир разрушен? Как будто что-то не так, словно что-то неправильно. Вначале Всевышний создал мир, чтобы он был полон добра. Но мы ослушались Бога, выбрали свой путь, который увел нас от Него. Мир разрушился, и мы вместе с ним. Священное Писание называет это грехом. Грех — это не просто наши поступки, это состояние нашего сердца. Естественным результатом нашего непослушания является смерть, отделение от источника жизни. Мы чувствуем это отделение от Всевышнего, когда испытываем чувство вины, стыда и греховности. Но мы ничего не можем сделать сами, чтобы убрать наш грех и восстановить нашу жизнь, поскольку мы отделены от Святого Всевышнего. Наша история могла бы быть трагична, если бы этим и окончилась. Но Бог дает выход. У Него был план спасения с самого начала. Всевышний раскрыл свой план нашим предкам. В Священном Писании рассказывается, что Ибрагим – праведный человек веры в глазах Бога. Всевышний принимает готовность Ибрагима принести в жертву своего сына как доказательство его послушания. Всевышний дал Ибрагиму барана, чтобы принести его в жертву вместо сына. Всевышний справедлив, а мы за наши грехи заслуживаем смерти и отделения от Него. Но Бог также любит нас. Он хочет, чтобы мы получили вечную жизнь с Всевышним в раю. Подобно тому, как Всевышний заменил жертву сына Ибрагима этим бараном, Он дал Исе стать совершенной жертвой вместо нас. Иса Масих покрывает наши грехи, освобождает нас от последствий греха, которым является смерть, и делает нас праведными. Иса, будучи Богом, стал человеком, чтобы войти в наш разрушенный мир и жить совершенной жизнью. Когда Он умер, Он принял на себя наш позор и наказание. Он умер смертью, которую заслуживаем мы. Через 3 дня Он воскрес из мертвых, чтобы никогда не умирать вновь. Это благая весть из Священного Писания. Всевышний дал нам возможность вечно жить с Ним. Когда вы верите в то, что Бог сделал для вас через Иису Масиха, Он заменяет ваш позор честью, вину праведностью. Священное Писание говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть, но дар Божий – это жизнь вечная в Исе Масихе, Господине нашем». Но подарок станет твоим, только если ты его примешь. Ты можешь сделать это в любое время через молитву. Господь Иса, Ты открыл себя мне как жертвенный агнец для моих грехов. Пожалуйста, прости мои грехи и дай мне вечную жизнь. Спасибо. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Возьми под контроль мою жизнь и сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Аминь.